Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Вы слушаете радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский. Напоминаю вам, что нас слушать можно 24 часа в сутки на частоте 105,9 FM на территории Крыма, радио Крым Реалии, а также утром в 7:35 и днем в 12:10 нас можно еще слушать на средних волнах на частоте 549 кГц, тоже на территории всего Крыма. Ну и можете еще и не только нас слушать, но и смотреть во время прямых трансляций. Вот можно это делать прямо сейчас на нашем канале в YouTube. Здесь можно не только смотреть и слушать, но также и комментировать и задавать вопросы нашим спикерам в YouTube и в Facebook. Привет всем, кто вот прямо сейчас нас смотрит. Ну и, конечно же, заходите на наш сайт Крым Реалия. 24 часа в сутки, новости, аналитика, интервью, интересные фото, видео, репортажи. Все это есть на сайте. Сайт на 3 языках: на русском, на украинском и на крымско-татарском. Сайт Крым Реалия. И звоните к нам в эфир, в прямой эфир по такому номеру телефона 8 810 06 926. Звонки по этому номеру телефона абсолютно бесплатные для крымчан. А номер для связи для жителей других регионов Украины 044 490 31 18. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Тема дня. Тема дня у нас такая. Дело в том, что в воскресенье 24 июня в Турции выбирали президента. Выбрали президента. Фактически избрали президента в один тур. Им стал президент Турции Реджеп Таип Эрдоган. Вот что поменяется, это было многими было предсказано о том, что это будет победа вот именно этого кандидата. Но что же означает для региона вообще причерноморского, что означает победа Таипа Эрдогана для Украины? Что это означает для России? Что это означает для аннексированного Россией Крыма? Вот поменяется ли в Турции политика внешняя после выборов президента? Изменится ли позиция турецкого руководства в отношении Крыма, Украины и России? И будет ли Турция также продолжать свое участие в освобождении политических заключенных на территории Крыма и России, поддерживать крымских татар? Вот обо всем этом и поговорим в ближайшие 24 минуты. Сделаем это прямо сейчас. Крым в центре внимания. Перед эфиром мы связались с корреспондентом телеканала «Настоящее время» в Турции Юлия Дрозд, которая следила за тем, как проходили выборы, и спросили у нее, как прошли эти выборы, были ли нарушения и как вообще отреагировали турки на победу Эрдогана. Давайте послушаем. Мы вчера были весь день, работали на избирательном участке. Весь день шли люди, приходили семьями, голосовали. Явка очень высокая, 86-87%. Наблюдатели отмечают, что очень мирно проходили выборы. Единственное, что были сообщения об угрозе безопасности голосования на юго-востоке страны. Избирательная комиссия Турции сказала, что разберется с этими жалобами, но пока никаких заявлений не было. Официально глава комиссии подтвердил, что 100% бюллетеней вот сейчас уже посчитано, и Эрдоган и его партия получают большинство. Оппозиция также заявляла, что были нарушения, но в конце концов все равно не признали, что Эрдоган победил. И Муарем Инже, оппозиционный кандидат, призвал его быть президентом для всей страны. Для партии Эрдогана два сюрприза на этих выборах. Первое то, что оппозиционный кандидат Инже получил меньше ожидаемого, а союзники Эрдогана, националисты, больше ожидаемого. То есть в итоге партия Эрдогана не получает сама по себе большинство в парламенте, но, скорее всего, если они создадут коалицию с националистами, они такое большинство получат. То есть у Эрдогана будут практически неограниченные возможности. Отмечу, что все соглашаются, и правозащитники, и журналисты, и иностранные наблюдатели, и сами турки, которые здесь живут, что эти выборы прошли на фоне очень высокой поляризации общества.
Я имею в виду сторонников и противников Эрдогана. Если раньше это просто были те, кто ему симпатизирует, и те, кому он не нравится, то сейчас есть, с одной стороны, те люди, которые отдали свою жизнь за легитимное правительство во время попытки переворота, и их родственники. И есть те, кого арестовали, это тысячи людей. После переворота в большинстве своем это беспочвенные абсолютно обвинения. И вот вчера мы столкнулись с такой ситуацией. На участке приехал голосовать один из высокопоставленных членов партии Эрдогана, а избирательный участок в том районе Стамбула, где традиционно поддерживает больше оппозицию. И одна женщина, она вот просто с негодованием реагировала на то, как приехали на машинах с сиренами, с охранами эти чиновники. Она говорит, впервые сейчас мы чувствуем ненависть по отношению к власти. Раньше это просто было симпатия или антипатия. Сейчас мы чувствуем впервые ненависть. Вот такая вот поляризация. Все соглашаются, что Турция сейчас очень разделена. Ну и, конечно, для сторонников Эрдогана его победа – это победа демократии в целом. Для его противников это практически катастрофа, если он получает такую неограниченную власть. Надежды на то, что выйдут из тюрем все арестованные журналисты, учителя, профессора, судьи, прокуроры, эти надежды рухнули, несмотря на то, что последний уже премьер-министр Бинали Йылдырым пообещал всем гарантировать их права. Единственное, что в последние дни перед выборами Эрдоган намекал на то, что он все-таки отменит чрезвычайное положение, которое 7 раз продлевали после попытки переворота. Вот прямо сегодня я смотрю местные новости, заседает правительство, вот они сейчас принимают какое-то решение касательно перехода к новой форме правления президентской республики. Но пока никаких помилований речи не было. Сказал Эрдоган, что исправит попытки прошлого, будет бороться с терроризмом. Как это будет происходить? Будет ли еще хуже или будут какие-то помилования? Но это нам еще предстоит увидеть. Я сегодня утром видела в Анкаре, по национальному телевидению турецкое показывало, что группа людей пришли под офис оппозиционной партии, и они выражали недовольство тем, что, видимо, тем, как провела партия предвыборную кампанию, что они так мало голосов набрали. А вот сейчас прямо в Гези парке стоит полиция и водометы на Таксиме. На всякий случай, если будут протесты, но на самом деле я подчеркну, что Турция проводит выборы в условиях чрезвычайного положения, то есть полиция может применять чрезвычайные меры ради безопасности, поэтому никаких протестов, митингов пока нет. Напомню, что это была Юлия Дрозд, корреспондент телеканала «Настоящее время» из Стамбула. Она включалась и рассказывала о том, как проходили выборы в этой стране, выборы президента. И напомню, что выборы президента там состоялись в воскресенье. Выборы прошли достаточно спокойно, хотя перед этим были многомиллионные демонстрации, как в поддержку действующего президента, так и в поддержку оппозиционных кандидатов. И действительно, это все могли видеть. Было много очень людей, как что называется, которые поддерживают и действующую власть, и оппозицию, и все прошло достаточно тихо и мирно. И Турция получила нового старого президента, наверное, с новыми полномочиями. О том, как выборы, то, что снова стал президентом господин Эрдоган, как это все скажется на его внешней политике, на политике Турции. Об этом мы будем говорить с Ахтемом Чийгозом, заместителем главы Меджлиса крымско-татарского народа. Ахтем ага, приветствую вас. Доброе утро. Скажите, на ваш взгляд, что-то поменяется радикально в политике Реджепа Таипа Эрдогана в отношении России, Украины и Крыма? То, что Эрдоган последние годы демонстрировал стабильные, теплые отношения к Украине, я думаю, что это продолжится. И последняя встреча с Порошенко накануне выборов Таипа Эрдогана, перспектива развития отношений была подтверждена. Я думаю, что этот курс будет более углубляться. Во всяком случае, над этим мы работать будем.
Мгм. Дело вот в том, что... кстати, давайте послушаем господина Эрдогана во время его встречи с украинским президентом Петром Порошенко. Это небольшой кусочек. Я еще раз заверил господина Порошенко, что Турция продолжит поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, включая Крым, и политическую консолидированность. Мы не признавали и не признаем незаконной аннексии Крыма. Мы очень довольны поддержкой, которую оказывает Украина крымским татарам, которые доказали верность своей стране. Мы продолжим внимательно следить за положением наших братьев и поддерживать этот вопрос в международной повестке дня. Мы верим в важность шагов, которые будут сделаны в дипломатическом и правовом поле для преодоления беззакония в Крыму. Напомню, что сейчас вы слушали фрагмент выступления президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана во время его встречи с украинским президентом в Киеве Петром Порошенко. Также напомню, что мы беседуем сейчас с Ахтемом Чийгозом, заместителем главы Меджлиса крымско-татарского народа. И Ахтем Чийгоз, напомню, был освобожден во многом благодаря стараниям именно турецкого президента. Ведь это так было, да? Да, где-то я бы сказал, что, в общем-то, усилия и нашего президента, и Мустафа Ага, и международного сообщества, и вот участие непосредственно Эрдогана дало результат. Ахтем, скажите, пожалуйста, насколько вообще у господина Эрдогана Крым является приоритетом? Крым, вот отношения с Украиной и Россией, насколько это приоритетно в его политике? Мы бы хотели, конечно, более такого активного участия, но Россия не дает, не готова совсем, скажем так, все инициативы Эрдогана проявить в поддержке в отношениях к нам, и в том числе присутствие на полуострове гуманитарных миссий. Но будем надеяться, что это постепенно, вот это вот давление, которое растет против Путина, будет усиливаться. И тут четкая позиция, выраженная Эрдоганом, будет иметь еще и другие формы проявления. Ахтем Ага, скажите, а какие на сегодняшний день есть у Эрдогана вообще рычаги давления на Россию? Ну, вы же понимаете, что Турция — это сегодня серьезный геополитический игрок. И то, что происходит в Сирии, фактически Турция воюет на том поле интересов России и не уступает в своих интересах. И Россия демонстрирует, в частности, Путин. Когда говорим «Россия», имеем в виду, конечно, лично Путина. Путин показывает, что он нуждается в этих отношениях. Так что, думаю, его роль, его влияние будет возрастать. Тем более после этих последних выборов. Я хочу сейчас просто зацитировать. Это очень интересный материал. Вышел в издании «Зеркало недели». Называется «13-я победа Эрдогана». Написал ее Сергей Корсунский, директор дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при Министерстве иностранных дел Украины. Чрезвычайный полномочный посол Украины, замечательно разбирается тоже человек в Турции. Он пишет, что в отличие от многих стран, в которых вопросы внешней политики пребывают на периферии интересов избирателей, в Турции значительная часть общества хорошо понимает важность международного положения Анкары. Экономика Турции очень сильно завязана на внешнюю торговлю. ЕС является главным партнером и инвестором. Практически не имеющая собственных ресурсов, страна получает газ из 6 стран, и при этом более 60% из России. Переговоры о членстве Турции в ЕС ведутся с 2005 года, но по состоянию на сегодня практически заморожены. В Брюсселе, Берлине, Вене и Париже все отчетливо звучат голоса о невозможности членства Турции в Евросоюзе, а в Анкаре отказываются говорить о любых иных альтернативах в отношении с ЕС.
Прошедшие выборы показали, что Эрдоган сделал выигрышный шаг, помирившись с Россией после инцидента со сбитым Су-24. 4 миллиона российских туристов, вернувшиеся в Анталию, возобновление экспорта турецкой аграрной продукции из этой провинции в Россию, изменили настроение избирателей. Едва ли не впервые за многие годы традиционно оппозиционная Анталия поддержала Эрдогана. Ну и так далее. Ну вот и делает господин Корсунский вывод, что прагматичность турецкой внешней политики означает, что в принципиальных вопросах, важных для нашей страны, он говорит про Украину, с Турцией нужно и можно договариваться. При этом важно использовать набор не менее прагматичных, чем турецкие, аргументов, не уступающие в классе российским. Эрдоган уважает сильных политиков, не боящихся отстаивать свою позицию и принимать волевые решения. Он терпелив и непоколебим в достижении своей цели. Это, напомню, было мнение Сергея Корсунского, высказанного в материале «Зеркало недели», 13-я победа Эрдогана. А мы продолжаем нашу программу. И напомню, что мы говорим с Ахтемом Чийгозом, заместителем главы Меджлиса крымско-татарского народа. Ахтем, скажите, пожалуйста, а есть ли у вас данные, вот вообще, как голосовали, потому что в Турции, ну, по разным оценкам, до несколько миллионов проживает крымских татар, ну, вот людей, которые выходцы из Крыма, крымские татары, которые эмигрировали в свое время с полуострова. Как вот крымские татары, граждане Турции, голосовали на этих выборах? Мы проводили, конечно, определенную работу в период предвыборной кампании в местах серьезного скопления наших соотечественников, диаспор крупных. Это и в старом городе, это и в Бурсе, и в Эскишехире, в Бурсе, и непосредственно в Стамбуле. Со всеми дернеками держали связь. И я не совсем согласен с тем, что основная поддержка, там, допустим, традиционно оппозиционной Анталии была связана с тем, что увеличение туризма, возврат российского туризма. Я думаю, вот тот аспект, что сильный лидер в Турции последние 10 лет в лице Эрдогана имеет Турция, вот это больше, скажем, значение в данном случае сыграло. Вспомните последние события, когда были связаны с переворотом, а оставшись фактически в изолированном состоянии, народ миллионами вышел на улицу и поддержал Эрдогана. Я думаю, что вот этот фактор и определил, в общем-то, эти выборы и победу Эрдогана. Что касается его экономических интересов в Турции, да, конечно, существует прагматизм, как и во всем мире. Но, однако, если отслеживать и вот последнее взаимодействие с Азербайджаном, и сейчас все больше и больше возможностей попыток налаживания экономических и прямых отношений с тюркскими государствами, находящимися в непосредственной близости в соседстве от России, говорит о том, что Эрдоган продолжит эту политику. Мы как раз находились в Турции, когда там находился президент, в том числе Узбекистана, и знаю, что активно ведутся переговоры и с Туркменией, поэтому вот его активность будет, и в том числе на территории Средней Азии. То есть практически, ну, вы полагаете, что его активность Эрдогана как руководителя Турции будет проявляться вот во всех тюркоязычных странах? Ну, она и раньше была. Я помню, что последние 10 лет активизация в этих вопросах турецкой стороны сильно возросла. А сейчас все это, на мой взгляд, перерастает в такую практическую плоскость. А вот отношения с Украиной, они стали более такими последовательными, глубокими и теплыми. Я сам тоже участвовал в нескольких таких встречах официальных. Мне было приятно, что
наши два государства, а для крымских татар Украина является нашей родиной, Турция нашим братским государством. Для нас, конечно, это было приятно, и мы активно продолжаем в рамках наших возможностей сближать и углублять это сотрудничество. Спасибо. Ахтем Чайго, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Напомню, что сегодня у нас в центре внимания выборы президента Турции, которые состоялись в минувшее воскресенье, 24 июня 2018 года. По предварительным данным, но в первом же туре одержал победу на этих выборах действующий президент Турции Реджеп Таип Эрдоган. Что это означает вообще и будет ли какое-то изменение внешней политики кабинета Эрдогана теперь? Потому что, существенно, по словам экспертов, расширяются полномочия. Это уже будет, президент, но с другими полномочиями. Вот это далее будем обсуждать с Михаилом Магидом, публицистом и специалистом по Ближнему Востоку. Михаил, приветствую вас. Добрый вечер, добрый день. Доброе утро, я бы даже сказал. Михаил, на ваш взгляд, стоит ли ожидать какого-то, другого Эрдогана? Или это будет продолжение той же политики, которую мы, имеется в виду, все люди, наблюдали у руководителя Турции за последние годы? Если вы имеете в виду именно внешнюю политику... Да, внешнюю политику, конечно. Да, то, скорее всего, это будет продолжение того же самого курса. Просто по той причине, что Эрдогану нет никакого смысла его менять. Дело в том, что этот курс был достаточно успешным. Эрдоган очень умело лавирует между несколькими державами. Он, например, ведет сложные переговоры с Соединенными Штатами, например, о покупке новейших видов оружия, о размещении своих войск в Сирии, о занятии каких-то крупных территорий в Сирии. Вот последнее — это то, что под его контроль должен перейти город Манбидж, который занимают курдские формирования американцы. И Эрдоган добился уступок. Ему должны американцы теперь передать этот район. Если американцы начинают какие-то высказывать сомнения, он тогда делает следующее. Он начинает переговоры с Россией о покупке русского оружия, что очень не нравится американцам. Он приезжает в Сочи, он ведет переговоры с иранцами, а Иран сейчас, об этом президент Трамп неоднократно заявлял, что Иран — это один из главных, по его мнению, противников Америки. И таким образом Эрдоган добивается уступок от одних, от других, лавируя между несколькими силами. И это очень успешная политика, во всяком случае в том плане, что она позволяет ему брать под контроль турецкой армии все новые и новые районы Сирии, которые он, забирает, да. И второе, это позволяет ему получать, например, то оружие, которое он хочет получить, да. Вот американцы, там была попытка Сената заблокировать поставки новейших самолетов США F-35 в Турцию, но, тем не менее, Эрдоган добился уступок, ему сейчас эти самолеты продают, а в то же время он ведет переговоры с Россией о покупке оружия, что американцам не нравится, но они, в общем, с этим ничего не могут сделать. То есть, если считать, что те цели, которых добивается Эрдоган, что реализация этих целей, которые поставил перед собой Эрдоган, она разумна, она соответствует интересам турецкого государства, то его политика в этом смысле достаточно успешна. Поэтому зачем ему, собственно, ее менять? Я не вижу никаких причин. Хорошо. Как вы думаете, что касается турецкого, такого, можно сказать, треугольника, турецко-российско-украинских отношений, здесь на чьей стороне будет Турция? Турция всегда, я хотел бы обратить на это внимание, что Эрдоган, к нему можно относиться отрицательно, к нему можно относиться положительно. Эта фигура вызывает у многих людей
очень резко негативные эмоции, но они связаны прежде всего с внутренней ситуацией в Турции. Но если говорить о внешней политике, то Эрдоган будет прежде всего защищать интересы Эрдогана и того турецкого государства, которое он выстраивает сейчас. И это не будут интересы России, это, конечно, не будут интересы Украины. Мне кажется, что с Россией Турция сейчас действительно связывает очень серьезные отношения. Это связано с разделом фактически Сирии между Турцией, Россией, Ираном и Соединенными Штатами. Происходит раздел Сирии на наших глазах. Эрдогановская Турция укрепляет там свои позиции и занимает все новые районы. Это делается в том числе путем переговоров и договоренностей с Россией. Плюс есть серьезные, тесные достаточно экономические связи с Россией. Что касается Украины, я, откровенно говоря, не думаю, что экономический и политический вес Украины сейчас в глазах Эрдогана сопоставим с экономическим и политическим значением в его глазах России. Но нужно понимать, что Эрдоган это человек, который защищает свои интересы, а не российские. Угу. И есть, конечно, тот момент, что в Турции живет, по разным оценкам, от 400 тысяч до даже нескольких миллионов людей крымско-татарского происхождения. И Эрдоган, конечно, вынужден учитывать этот фактор. Он не может полностью игнорировать проблему крымско-татарского меньшинства. И он, я думаю, что, опять же, как вот он лавирует между Россией, Ираном и Соединенными Штатами, возможно, он будет предпринимать какие-то маневры, в том числе поднимать на каких-то встречах с Москвой крымско-татарскую проблему, но, скорее всего, он это будет делать для того, чтобы получить какие-то дополнительные уступки. Может быть, по Сирии, может быть, по поставкам оружия, понимаете? То есть вот здесь такая логика. Угу. Понятно. Спасибо огромное за ваше мнение и за ваш анализ. Михаил Магид, публицист, специалист по Ближнему Востоку, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Напомню, что в этой программе мы обсуждали результаты президентских выборов в Турции. Выборы там состоялись 24 июня 2018 года. Победу на выборах одержал действующий президент Турции Реджеп Таип Эрдоган. Больше чем 50% он по предварительным данным набрал в первом же туре. О том, как будут развиваться дальше события и как все это повлияет на Крым, вы обязательно услышите в эфире радио Крым Реалии на частоте 105,9 FM. Я, Александр Янковский, прощаюсь с вами.